На уборку второго хлеба вышли все крупные хозяйства региона. Основные картофельные плантации сегодня находятся в 3 районах: Сысольский, Сыктывдинский и столица Коми. Сорта у аграриев разные, а вот настроения одинаковые. Чудес от урожая этой осени уже никто не ждет. Крупные клубни сразу бросаются в глаза. Их слишком мало, но перебирают то, что есть. На романтичную, но стойкую розару у сыктывкарского хозяйства были большие надежды. Но даже такой непривередливый сорт не выдержал капризов этого лета. Мы, конечно, думали, что получше будет урожай, но вот показала уборочная, что, конечно, погода подвела. Посадили картофель на сыктывкарских полях на 3 недели позже обычного. Еще в августе специалисты регионального Россельхозцентра проводили анализ, и даже по высоте ботвы было понятно – второй хлеб просто не успеет вырасти. Ситуацию усугубил дождливый финал лета. Очень высокая влажность в этом году, то есть бесконечные дожди. Они привели к тому, что почва была значительно переувлажнена, картофель очень не любит этих условий, поэтому низкие температуры, плюс высокая влажность, плюс короткий вегетационный период привели к тому, что мы, в общем-то, в этом году будем иметь снижение урожая на 30-35% к уровню прошлого года. В 2017-м под второй хлеб в этом хозяйстве отдали 85 гектаров. Сегодня на 7 участках круглосуточно работают 2 комбайна и несколько бригад. Принять свежий урожай готово новое овощехранилище. И когда каждый клубень на вес золота, одна надежда – сохранить то, что есть, поможет современная система вентиляции. Это воздухоканалы, они служат для передачи воздуха по картошке, для сушки картошки. Они, получается, пойдут до конца хранилища. Тут все автоматизировано, все условия хранения, датчики, получается, все стоят. Больше 200 гектаров картофеля аграрии Коми надеются убрать оперативно, хотя на влажных полях техника работает с трудом. Свежие овощи этого года жители республики смогут попробовать уже через 2 недели на ежегодной ярмарке «Урожай-2017». Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.